Всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вот вчера мне, так скажем, посчастливилось здесь по WhatsApp группам выиграть лот, большой лот елочных игрушек, который был выставлен на аукцион WhatsApp. Совершенно случайно, совершенно неожиданно. Выложили большой огромный лот игрушек. Хозяйка сказала, давайте сделаем аукцион, кто больше предложит, тому одним лотом я готова продать. Я сразу же выиграла этот лот. Через межгород я получила. Давайте с вами вместе сегодня посмотрим, что же ко мне сегодня пришло. Конечно, я знаю, какие там игрушки были, но специально вот не открывала, как получила. Хотела, чтобы мы с вами вместе посмотрели. Друзья, я открыла коробку. Упаковали, как я вижу, каждую игрушку. И давайте начнем разворачивать и смотреть. Есть. Вот. Есть и поинтереснее игрушки. Вот такие вот есть. Вот такая вот игрушка. У меня одна такая есть. Такой вот. Несколько неудобно, конечно, одной рукой держать камеру, другой рукой показывать. А тут домик. Вот такой вот. Окошечко. Дверца. Вот такой вот лесной заснеженный домик красивый. Ух ты! А здесь еще один домик. Смотрите, какая красота. Вот. Домик совершенно другой. Тут еще труба. Такой вот домик со ставнями. Был вот такой. И второй домик вот такой. Так. Вот такой вот богатырь. С мечом и щитом. Тут у нас, смотрите, корзинка с цветочком. Маленький цветочек. Красивый такой. Шишечка. Такая вот шишечка. Вот. Еще одна шишка. Тут у нас Дед Морозик. Вот такой. Тоже. А тут еще один домик. Смотрите, какой шикарный. Хорошенький такой домик. Крыша такая высокая. Прям окошечко. Стушка такая хорошая лесная. Так, у меня уже 3 домика прибавились. 1, 2, 3. Такие вот домики. Так, тут корзинка с цветами. Корзинка, да, корзинка с цветами. Вот такой вот шар. Вот такая вот шишка с веточкой. Ой, виноград, наверное, скорее всего. Да, это виноград, тут скольчик сверху. Вот еще орешек золотой. Смотрите. Знакомьтесь, это манюня. Еще одна манюня из серии Арктика. Тут, правда, чуть-чуть скольчик трубочки, но мы ее восстановим. Одна из первых сосулек, скорее всего.
Год точно не скажу. Если кто знает, можете подсказать. Вот. Пока насобиралась вот столько игрушек. Сейчас дальше будем открывать. На этом еще не все. Продолжаем наш обзор, распаковочку. Что тут у нас? Тут у нас... Я называла его с детства месяцем. Братец месяц. Кто-то говорит, это шишка. Ну, для меня он месяц. Братец месяц. Ох, смотрите, какой снеговичок. Снеговичок веселенький. Видите? Вот такой вот веселенький снеговичок. Ежик, ежик. Видите, какой веселенький ежик к нам прибыл. Угу. Вот такой вот веселенький ежик. Симпатичный. А это кто? Ой, какой хороший медвежонок. Лапку сосет. Совсем другой. У меня были медвежата, но чуть более позднего выпуска, а этот более ранний. Посмотрите, как оно все раскрашено. Да. Медвежонок, сосущий лапку. Целенький. В отличном состоянии. Никаких повреждений нет. И главное, амальгама очень хорошо сохранена. Мишки с бантиком тоже одни из ранних. Их было несколько, я видела по лоту. А тут девочка Герда. Я ее Гердой называю. Вот такая вот девочка. В шубке. С капором. Ну, тут надо маленько лицо подремонтировать. А в остальном она целенькая. Амальгама сохранилась. Видите, вот медвежонок с красным бантиком, а это медвежонок с желтеньким бантиком. А вот второй богатырь. Там был зеленый богатырь. Вот. А это у нас теперь второй товарищ в желтом. Вот такой вот Дедик Морозик. Пингвиненок Лоло. Красивенький, хорошенький. Ух ты! А тут красная шапочка. Посмотрите, какая ко мне шапочка пришла. Красная шапочка. Вот такая. Совсем другой раскрас. У меня была красная шапочка в зеленом. С зеленым платьицем. Ага, была красная шапочка мини-вариант. Это большой вариант, только, видите, амальгама. И платьице такое желтенькое. Такого раскраса у меня, конечно же, не было. И очень хорошее дополнение к моим ребятишкам сказочным. А это у нас елочка на прищепке. Так, тут, правда, да, тут, оказывается, есть утрата маленько. Попробуем ее восстановить. Здесь утрата. Так, на восстановление я сразу отдельно положу. Тоже маленько с утратой. Утрата небольшая. Это шишечка. Тоже на восстановление пойдет. Что тут? Ой, тут у нас. Посмотрите, посмотрите. Какой тут мальчуган спрятался. Вы посмотрите. Вот. И главное, сохран какой так хорошо сохранился вам. Видите? Ватный мальчик. И чистенький такой. А будто вчера его сделали. Ой.
А тут что? А тут должна была быть шапочка, оказывается, да? Мгм. Даже вот слюда поблескивает. Видно, что слюда. Сохран для его возраста отличнейший, понимаете? Вот. Это вообще... У меня был мальчик, ну, есть маленько ватные игрушки, но они другие. Совершенно другие. Как я рада. Видите, у меня еще один мальчуган появился. И главное, в таком состоянии отличнейшем. Здесь у нас совушка-сова. Кстати, интересно, такой совушки у меня не было вроде бы. Вот все собираешь и собираешь игрушки, а их такое множество, что с каждым разом что-то новое все равно находишь. Все равно. О, это кто? Это же, по-моему, тоже из Арктики, из серии Арктика. Ура! Если не ошибаюсь, да, это она и есть из серии Арктика. Надо будет посмотреть по каталогу. Так, где у меня Манюня? Давай-ка с Манюней положим ее. Вот они должны быть оба из серии Арктики. А тут смотрите, какая еще одна сова. Такая огромная. Такой совы тоже у меня не было. Или это не сова? Да, это сова вроде бы. И нос, и глаза. Ух ты! Шикарная такая, большая, главное. Видите, какая большая она. Совушка. О, бедный цветочек тоже он. Маленький со скольчиком. Еще один цветочек. Он целенький, но утрата трубочки. Тоже на восстановление пойдет. Ух ты! А тут смотрите. Тан-та-тан-та-тан-та-тан. Доктор Айболит. Такого Айболита у меня точно не было тоже. Был у меня Айболит, но он на прищепке из серии Айболита. Еще был Айболит другой, более поздней версии, 80-х. А этот Айболит, мне кажется, тоже из ранних. Вот, тоже жду комментариев ваших. Подскажите, атрибутировать этого доктора Айболита. Каких годов, кто автор, буду очень признательна знатокам. Еще один мишка такой. Так, а вот теперь посмотрите, это как раз тот случай, когда, вот, видите, 3 мишки. Ну, скажите мне, что они одинаковые. Нет, они не одинаковые. Тут бантик красный, тут бантик розовый, а тут бантик желтенький. Видите? Совершенно разные мишки. На первый взгляд издалека как будто бы они одинаковые, но и глазки, и носик, все разные. Вот. Конечно, утраты краски есть маленько, но ничего страшного. Тут кремлевская игрушка, толстое стекло, листочек. Листочек тоже чуть другой. У меня, по-моему, желтоватого оттенка листочек был, а это розоватый. Земляничка, малина маленькая, красивенькая. Еще один мишка. Мишуля, Мишуля. Посмотрим. Да, тоже другой. Посмотрите. Тут шапочка салатового цвета. Хотя вроде бы и бантик зеленый. А тут с розовым бантиком, но шапочка зеленоватая. Видите, все разные. Такие разные мишки. Тут у нас вот такая вот игрушечка.
Ага, орешек или как он называется. Смотрите. Знакомьтесь, это у нас лук. Репчатый лук. Такой хорошенький. Окраска такая насыщенная вся. Хотя есть потертости, но видно, что он очень ранних годов. Кролик. Год кролика, символ года. Тут есть утраты краски. Это совсем не ерунда. Зато личико очень хорошо сохранилось. Даже вот ушки, все. Вот это вот все сохранилось. Ну вот это можно остановить краску утрату. А вот груша. Нельзя скушать. Ой, тут маленько краска осыпается, оказывается. Видите, у меня на руках остается. Вот. Тогда я ее сильно теребить не буду, чтобы краска вся не сошла. Ух ты, это с фосфора. У моей мамы были такие шарики, но большие, с такими же рисунками фосфорными. А это маленький шарик, тоже очень интересный. Годов 70-х. Вот лебедь. Проказница-мартышка из квартета. Попугайчик. Тоже в великолепном сохранении. Еще одна лебедь. Вот пара лебедей у меня получилась. Так. Ух ты. А у меня как раз кролика не было из колобка. Видите, это опять играет закон притяжения. Если у тебя что-то из серии есть и чего-то не хватает, по закону притяжения они именно не хватающие появляются со временем. Вот в этом я еще раз и еще раз убедилась. Видите? У меня были там волк, лиса, по-моему, медведь, а кролика не было. Рыбка такая золотая, такой у меня тоже не было. Ладья красивая. Видите, вот выпуклая с одной стороны, с другой стороны вогнутая. Очень хорошо сохранилась ладья. Собачечка такая. Птичка. Еще одна рыбка такая золотая. Еще одна лебедь. Вот еще один попугай. Вот второй попугай. Вот. И они разные тоже. Вот. Видите, раскрасы разные. Получилось. Что у меня получилось в итоге. Давайте посмотрим. Вот такие вот картонажные игрушки прибавились у меня. Вот кремлевская игрушка. Сова. Доктор Айболит очень интересный. Вот красная шапочка. А это еще одна сова. Угу. Так. Девочка Герда. Пингвиненок. Собачка Манюня. Это кролик, символ года. Домики веселенькие. Богатыри. Шишки. Медальончики. Шарики. Виноградики. Вот такие вот игрушки ко мне пришли сегодня. Мишки. Лук репчатый и груша. Вот малина вкусненькая. Медвежонок, сосущий лапку. Очень интересно, такого медвежонка у меня не было. У меня были так подобные, но более поздние. Так, вот тоже ранее из месяцев. Вот. Вот такие вот игрушки ко мне пришли. А сейчас, внимание, я специально спрятала того мальчугана ватного,
Сейчас, внимание, барабанная дробь. Я буду вытаскивать еще самые-самые-самые интересные игрушки, из-за которых, собственно, мы все бились. Ну, я уж точно ставку делала, остальные, видимо, без ставки. Просто вот, ну, желающих было много, сказала мне хозяйка. Вот этого мальчугана я уже показывала. Вот. Очень хороший сохран, видите? Вот. Ну, за исключением того, что у него была утеряна шапочка. Но это совсем не проблема, ее не трудно восстановить. Теперь у нас еще появилась вот такая вот птичка. Видите, какие лапки растопыренные, все. Вот. Даже клювик хороший. Вообще в отличном сохранении птичка. Даже не скажешь, что возраст на нее как-то повлияло. Даже вот при свете, ну, правда, у меня свет очень плохой, за что приношу еще раз извинения. Ага, вот, поблескивает еще слюда. Видите, вот такая вот птица красивая. Я до Нового года заказала пару птиц, но они, конечно же, похожие, но другие, потому что это же все делалось вручную, и каждый экземпляр получался у каждого человека по-разному. Вот еще одна птица. Это, по-моему, дятел, да? Дятел, по-моему, да. Вот видите, ножки, видимо, вот так вот сидит на дереве и тук-тук-тук. Такой вот дятел в отличнейшем сохранении. Вообще в идеальном состоянии, идеальном. Даже вот вся слюда, все отсвечивает. Еще одну игрушку покажу. Вот. Это что за чудо такое? Цыпленочек, смотрите, картонажный. Так, тут, ага, тут, оказывается, должна быть вот такая вот раскрывашка, видите? Но она со временем вся такая маленько помялась, но мы ее сделаем, постараемся восстановить. Угу. Так, головка, тут маленько вон хвостик. Угу. Такой вот симпатичный цыпленочек. А это кто у нас? Это не повар ли у нас? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Надо будет по каталогу посмотреть. Отличное состояние, но, видимо, здесь шея что-то будет посмотреть и постараться восстановить. Вот матерчатый фартучек еще сохранился такой интересный. Да, для своих лет они великолепные. Видите? Вот. Прямо вообще хорошо сохранились эти ватные игрушечки. Вот. Завершает наш триумф вот такой вот мальчик. Шарфиком. Ножки целенькие вроде бы. Чуть порвана ватка тут с этой стороны. Не почернела, не этот. Вообще состояние такое хорошее. У всех троих мальчуганов, я бы хотела сказать. И у птиц тоже. Вот. Такие птички хорошие. Вот. Такое счастье ко мне сегодня привалило. И спешу поделиться с вами своей радостью. Хотя и ни света, ни штатива, ничего. Я сейчас просто нахожусь в другом месте, а все мои принадлежности, так скажем, для любительской съемки находятся в другом месте. Поэтому, ну, я просто поспешила вас порадовать, заснять, поэтому
Прошу сильно меня не ругать. Зато я поделилась сразу же своей радостью. Мне просто повезло, очень повезло. Все одним лотом взять. Вот такие игрушки сейчас редко когда попадаются, разве только если в интернете. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Оставьте свои комментарии. Кто не подписан еще, подпишитесь. Буду очень благодарна. И до новых встреч. Всего вам доброго. Ну вот, друзья, открыла я каталог. Символы эпохи. Набор Арктика, художник Кузьмина Ю.Н. НИИ 1958 год. Было выпущено 7 фигурок. Такой вот легчик. Угу. Ледокол. Но этот ледокол невозможно найти. Тюлени тоже маловероятно найти. Вот эта собачка. Вот зимовщик стоит. Я его нашла в голубом окрасе. Шапочка была. Так, зимовщик, тюлень, собачка С2. Но почему-то ее называют Манюней. Вот она собачка. Вот она, собственно, в каталоге. Давайте сравним. Она ли она, не она. Да, это точно она. Собачка. Вот. Та самая собачка из серии Арктика 58 года. И еще вот, о чудо, посмотрите. Полярная сова. И это точно та самая полярная сова. Видите? Та самая полярная сова. Чуть-чуть раскраска другая. Но это она. Ура, ура. У меня добавилась полярная сова. Так, и есть у меня пингвин. Только мишки еще нет у меня. И действительно, серия сама притянула к себе не хватающих фигурок.